Мне сказали по секрету, что ты самый завидный холостяк штаба. Аллақайым, шулай міне. Твое сердце занято? Жоқ әлі. Ну, айтсалар шулайын, алсы хақ. Опиши девушку твоей мечты. Какая она должна быть? Это сложный вопрос. Сегодня у нас встреча клуба «Гиппократ», да? Я по-русски буду говорить, мен татарша да айта аламын, но көбісі мені аңламас деп қорқамын. Шоған көре орысша айтып бармын. Встреча клуба «Гиппократ». Давайте проведем аналогию. Да, вот какую можно аналогию из медицины взять, чтобы вот как бы девушка? Наверное, девушка, рядом с которой возникает такое ощущение анестезии от внешнего мира, вот, который ты приходишь, и тебе прям как-то, ну, отпускает от внешних проблем, от вот этого всего, становится легче, приятнее, хочется рядом с ней находиться. Вот. Наверное, в двух словах так. То есть ты все-таки смотришь на свои чувства, как тебе рядом с ней, правильно? На свои ощущения, да. В каких местах можно встретить такую девушку? Где угодно, на самом деле, вопрос в том, где высокая вероятность этого, Да. допустим, да, вот я этнический татарин, я до 7 лет не говорил ни на каком другом языке, кроме татарского. Татар тілін биг ұста сөйлесем, биг ұста білем. Алла берсе берген болса өзінің балаларыма да келешек буыннарға да шул менә татар милләтне белүен, татар телен белүен менә бөтенләй ничектер бирәсе килә минем аңа. Имеш шуңа күрә киләче була торган гаиләдә дә мин ничек уйлыйм? Мин уйлыйм, анда татарча сөйләшергә кирәк. Нужно хорошо говорить по-татарски. Значит, логически должна быть татарка. То есть она должна знать татарский все-таки? Конечно. Где наибольшая вероятность встретить татарку? Ну, допустим, в штабе татар. Почему бы и нет? Вот, так что, ребята, пользуйтесь. Бесплатный совет от Дамиров. Также в Москве есть много других организаций. Допустим, Татарский культурный центр. Там проходят всевозможные события на татарском языке. МРОМ-инициатива, допустим, да, там тоже есть девушки вполне приличные, с кем можно познакомиться. Ну, штаб татар, да, мы уже отметили. А также периодически проходят мероприятия с уклоном на татарский язык, концерты всевозможные. Скоро театр приезжает. А еще у меня есть своя группа, где мы говорим только по-татарски. Прям строго, только на татарском языке. Вот. И там есть как парни, так и девушки. И можно сразу как бы такой... сделать проверку на татарский язык, да, вот и себя, и человека, который рядом, насколько он как бы хорошо владеет языком. Вот. Ну, соответственно, понимает он то, о чем пишут, да, или у нас иногда офлайн встречи тоже бывает, вот он там присутствует, общается, понимает, или у него это не очень получается, есть точка роста для того, чтобы выучить язык. Допустим, вот так. Скажи, пожалуйста, вот, допустим, ты пришел, и ты видишь, она тебе нравится. Как к ней все-таки подойти? Как правильно познакомиться, чтобы она тебе как бы сразу не отшила, если грубо так сказать? Увидел, захотел, подошел. Ничего сложного нет. Ну а как ты заговоришь? Что ты ей скажешь такого, чтобы вот она сразу сказала тебе «да»? Ну, тут нет идеального рецепта, нужно, просто делаешь и все. Как бы все, что идет от души, главное, чтобы намерения человека были хорошие, и он действовал дальше. Ну, тут не стоит вопрос в том, что как, вот еще что-то. Ну, все идет гармонично, от чистого сердца подходишь, начинаешь общение на какую-то тему, заметил, не знаю, какую-то деталь там, да, в ее образе может быть, да, или то, как она говорит, то, как она одета. Но тут уже, это как-то естественно идет. То есть у меня нет единой формулы, что вот только так и никак иначе. Как часто ты так знакомишься? Вот первый прям подходишь и знакомишься. Как часто это происходит? В любой ситуации, когда мне это хочется делать. Я не могу сказать, что строго раз в неделю, допустим, да, вижу, да, окей, подошел, познакомился, пообщался. Но ко мне тоже часто подходит. Давайте вот вы следующим вопросом спросите у девушек, потому что со мной тоже достаточно часто знакомятся девушки, и вот я чувствую, что
было бы тоже интересно послушать мнение других девушек, как это можно сделать более так органично, что ли, Тактично. более тактично, гармонично, да. Вот, в какой момент там, и, ну, в общем, вот такие как бы нюансы. Ну, для тебя нормально, если девушка первая подойдет к тебе? Абсолютно, конечно, абсолютно нормально. Но такое, ну, достаточно часто происходит. Вот. Хоть я и стараюсь не так часто выступать на камеру, да, но меня многие знают в штабе татар. Да. Вот. Как человека, который вот подходит, пытается всех там, давайте за татарский язык, там, татар сейчас елешик, там и так далее, да, вот. У меня есть, ну, свое сообщество, я ребят, мальчишек, девчонок добавляю, кто хочет, сам слышу, кто-то на татарском хотя бы слово где-то скажет, я сам сразу, давайте, все, корябис, ничего не знаю, учите там. Если не знаете язык, если знаете хорошо, практикуйте, пожалуйста, вот все условия. Вот, проект некоммерческий, я его сам держу, сам спонсирую. У нас там есть, бывают и конкурсы тоже, там всевозможные. Вот, чтобы мы поддерживали татарскую культуру. Скоро, кстати, приезжает татарский театр, будем разыгрывать билеты. Вот, вступайте в чат, участвуйте. Когда приезжаете? В конце апреля. Театр Тинчурина, если не ошибаюсь. Вот. Так что ближе к этой дате будет. Какие напутственные слова скажешь молодым ребятам, чтобы также не стеснялись, или какие-то приемчики, как сделать так, чтобы девушка сразу обаять ее, может быть, скажешь напоследок? Хороший вопрос, на самом деле. Работайте над собой, на самом деле, потому что мужчина, ну, в первую очередь, это ресурс, и надо это понимать, не надо с этим как бы бороться. Вот. И ваше ресурсное состояние, как эмоциональное, так и более такое, скажем так, материальное, да, оно, ну, достаточно важно в этой жизни. Ну, какие практические советы мог бы я дать, да? Заниматься борьбой в жизни, вот, состязательным спортом каким-то, да. Он должен быть спортсменом? Ну, хотя бы на любительском уровне, почему нет? Это очень классно прокачивает, допустим, мужественность, да, вот. Спорт, в котором есть элемент борьбы, где нужно занимать какие-то места, там, не знаю, вот я, допустим, увлекаюсь автоспортом, вот, там, ну, бывает, ну, цепишься на трассе с кем-нибудь, да, и вот надо прям вот его надо обогнать, допустим, да, или надо быть лучше, надо вот так, вот. Нужно, ну, вот это мужское начало как бы внутри себя прокачивать, потому что мир стал очень у нас такой достаточно легкий, да, нам не нужно идти там охотиться, добывать еду и так далее. Вот это вот мужской, как вот девушки любят, да, говорят, мужской стержень, да, вы говорите, вот этот там мужской стержень, надо его, соответственно, внутри себя, ну, иметь возможность как-то вот развивать, да, и чтобы это, ну, выглядело органично, должны быть определенные вот организации жизни, где есть там место и спорту, и хобби, и устройству своей профессиональной деятельности таким образом, что это идет постоянное как бы развитие, завоевание определенных там высот, определенных ресурсов и, ну, постоянно динамика вверх, вот. Ну, в моем случае это вот у меня 5 бизнесов, допустим, да, в каждом из которых я стараюсь как-то развиваться, там что-то делать, да. Помимо этого есть еще свободное время, то есть где, ну, необходимо тоже, ну, просто не хочется вот условно проводить время, там, сидеть на диване, еще что-то, надо тоже чем-то заниматься, да, и чтобы это было интересно для меня и полезно, это вот именно состязательный такой спорт, вот. Ну и, естественно, там, физические нагрузки тоже определенный уровень поддерживают, когда ты вот, ну, тягаешь штангу, и с каждым там месяцем вес, ну, немножко, но прибавляется, это тоже, ну, прикольно, это здорово, вот, чувствуешь определенный уровень такой у себя внутри достижений. И вот эти эндорфины, которые именно возникают от того, что ты проделал какую-то работу и какой-то путь, и ты можешь это пощупать в виде, там, начиная от материальных ценностей, заканчивая, ну, объективными там достижениями жизни, это очень классно подчеркивает, и вот эту маскулинность внутри мужскую дает непосредственно вот это ощущение классное внутри. А дальше вот я не задаюсь вопросом, как подойти к женщине и как познакомиться. Ну, как и многие девушки, которые в гармонии с собой, со своей природой непосредственно и ну, как абсолютно адекватно воспринимают свою там гендерную роль, да, они тоже не задаются вопросом, как подойти к мужчине, как мне кажется. Это как-то, ну, понравился человек, она подошла, и как-то это очень естественно происходит, легко происходит, да.
Вот. Я считаю, что именно все начинается с внутреннего мира человека, с его азов, как он вот непосредственно держит ли он в тонусе свое вот нутро на самом деле, или же ну, не занимается им. Или же, ну, кому-то это от природы, кстати, дано тоже, да, там кому-то, мне отчасти тоже, на самом деле, да, есть данные, потому что, ну, искусственно я никогда не строил это, мне как-то вот, ну, само шло, я хотел, я делал, ошибался там 1000 раз, да, но все равно шел в том направлении, в котором мне хотелось, и вот я уже перечислил, какая вот организация жизни и что мне дает такой вот тонус поддерживать непосредственно мою личное, как бы, внутреннюю составляющую. Дамир, спасибо тебе большое, настолько ты раскрылся, настолько ты нам столько советов дал. Желаю, чтобы этой весной ты обязательно сходила на классное свидание. Алла берсе, Да. Спасибо. Сау болыңыз, зор өсіңіз, байрамдар белән.